Так, начались движения. Ну, я вот тут сбоку стоял. Вот первый КамАЗик зашел. Заскочила легковушка одна. Как бы его тут не было. Ну, тут так. Легковые, как говорится. У них своя атмосфера. Этот КамАЗ, вот видите, куча прошкреб. Это именно он. Кстати, пойти что ли по... Ладно, по идее потихонечку можно проползти. Это он задним бампером, 16-метровый. Что там, куда мне? А вот тут бы мне передним бампером бы не это. Ну, по идее, не должен я. Ох ты, как закатывается сам по себе мягенько. А мне по этому борту. Прямо что-то. Противооткат. Сунется по этому скользко. По железу, короче. Подруливаем. Слушай, скользко, да, по этому стальному. Все, так и стою, получается, запаркованный. Мокро, не знаю, что-то не понял вообще руль. Я кручу руль, а еду прямо. Тот раз что-то так маневрировал, не было такого. Ну и все, там я, получается, вовремя приехал. Очередь вся была, получается, на те паромы, которые там стояли. А вот этот парень с Союза, он мне говорит, сейчас он узнал, типа, этот второй будет отходить, ну, типа, и становись за мной. Такой вот, видишь. Все, по этому поводу у меня вон что есть. Ну да, не получается у меня как-то резонанс, чтобы был. Тут получается хумус. Ну такой, как бы не прямо, ну, с нержавейки сделанный, такой по-простенькому. Тут как-то надо уметь дышать с ним, чтобы резонанс был, тогда звук увеличивается.
Короче, по этому поводу надо тренироваться. Очень полезная вещь, короче. Хумус. Значит, длина звуковой волны, издаваемая хумусом, благотворно влияет на что-то как-то внутриклеточный обмен, там что-то такое. Короче, полезно для здоровья. Единственное, что, наверное, часов 16 в день надо играть, чтобы результат был достигнут, и все. Короче, такие дела. Начинаем отчаливать местное. Что тут получается время? 5:40. Считай, на первом этом отходим. Ну все, дальше включу, как пойдем уже. Сейчас будем пока парковать всех. Так, отходим. Ну нормально, носовой отцепил. И течением нас вот так вот сразу пошло разворачивать. И сразу же следующий тоже отходит. Что-то половина пустой. О. Да, воды много. Сейчас такое течение. Ну, в принципе, как после ледохода воды. Говорят все, что прибавилось, было пониже раньше. Ладно, потом пойду с палубы поснимаю. О, общий вид на берег. Вон там целая куча легковушек на все паромы. Там он грузовики все почему-то в той стороне. А я с этой заехал. Где легковушки. А там прямо куча их. Ну там подешевле, типа. Может, из-за этого они. Да, солнце уже так высоко, а время получается 5:40. А, ну или 6 утра, наверное, сейчас. Паромное движение. По течению хорошо пошли сразу, такая скоростуха. Ну да, грузовиков, кстати, много. В общем, я проскочил как-то, не понял сам. Ладно. Вот, отходим от Пестяха Нижнего. Что-то газует по течению нормально. Вон гидравлика, видно, рулями работает. Гидравлический привод на рули. Так, это у нас паром номер 8 плывем на нем. Так, нам где-то вот туда, за те острова. Река, конечно, могучая. Да, только шумно чуть-чуть. Короче, куча легковушек и всего 3 грузовика больших взяли. А все остальные на других поехали.
вот виды, конечно, отличные. Ну, дымка стоит. Ну, это туман, это не дым никакой. В общем, будем съезжать тогда дальше, заснимем, что там будет. Вон, чаек с лету кормят. В мире животных, короче. Получается, не долетает до воды ничего, они с лету берут. Короче, натренированные уже. Кормежка диких зверей, этих местных птиц. Так, а у меня тут остался блин еще. Я вот предварительно его на кусочки раздербанил. Что, засекут они, нет? А, вот они, вот они. Здесь уже. Они в воду попадали, короче. На, вот так вот, на. С руки будете есть. Оно этот, ветром его. Ну, блины легкие. Все, съели все. Если долго не кормить, могут обкакать. Так что такие дела, в общем. Вот уже к островам приближаемся. Ну, отошли от того берега. У них там целая эскадрилья. Там тоже женщины вышли, вдвоем кормят их. У них быстро тут сарафанное радио срабатывает. Вот прям летят, ветрит, да. Так, в общем, такие у нас тут развлечения. Минут 50, наверное, вот он по течению идет. Короче, такие дела. На рассвете птичек покормили, загрузились, кучу дел понаделали. Ладно, все, будем выгрузку дальше снимать. Так, пошла швартовка у нас. Такой в берег с разгону, как-то так смотрится все это. Ну, тут работают профессионалы. Я как раз сижу, вон возле аппарели. Там уже паром готов на отход. А, он еще не полный, наверное. Машин, кстати, много. Я что-то как-то подъехал с утра, вот этот ткнулся на этот паром. И оперативно все. Все тут по кустам, короче. Ну, вода высокая, в принципе, съезжать вообще отлично. Просто по прямой. Не зацепишься ничем. Вот обычно вот эта вода упадает. И... ну, получается, вы вниз едете, а потом вот так на берег. Что-то он воткнулся не туда чуть-чуть. Ну, видать, спланировано так. Я сижу тут как-то напротив зеркала, снимаю, что-то ничего не видно и окно грязное. Ну, короче, сейчас, наверное, задний ход даст. Или, может, встряли до вечера.
Ладно, тут статичная уже ситуация. Причалили. Можно, в принципе, вот так вот пробовать спрыгивать в кусты. Ну, кто пешком. Вот, все, назад пошел. Сейчас более точно подойдет. Ну, наверное, еще носовые винты есть, рулежка, потому что раз так отошел сразу запросто. Наверное, рулевые тоже есть винты спереди какие-то. Ну что, выезд нормальный, в принципе. Этот уже заезжает. Все, погнала выгрузка. Ну я, наверное, последний буду. Я стою, мне надо назад сдавать. Получается, аппарель как якорь работает. Это он сейчас чеки у всех проверяет, чтобы не проскочили. Вон тоже Артем заезжал, дверь себе поцарапал об другую машину. На работу спешил, говорит, зачем спешил. Ну, в общем, вот такие дела тут. Потом буду уже выезжать, я тогда засниму свое маневрирование. Так, ну я, наверное, крайне буду выезжать. Назад сдал он. КамАЗ какую-то лестницу винтовую повез. У него балансир, аж он колеса от земли оторвались. Еще? Ага. Что-то так назад смотришь, кажется, что я уже приехал. Эти съезжают, у меня аж вся это ходуном полы ходят, аж трясет все здесь. По-широкому. А, он этот не сходил в этот за чеком, что ли?
Ладно, выключаюсь, короче, зависли что-то. Тут сразу все в одном кадре. И авиация с аэропорта взлетел. S7, и вот паром наш. И у этих что-то качели какие-то с оплатой. Так что до обеда здесь. Да, тут хорошо, кстати, видно. Вот аэропорт прямо отсюда взлет. Вообще такой кадр был бы, если подзаснять. А так вон на рейде все и паромы ходят, и всякие сухогрузы. Тут прямо в навигацию дофига грузов возится по реке. Все дальше на север. Все в Усть-Куте грузят. По-моему, там порт большой. В общем, такие дела. Пока курим. Так, все вопросы порешались. Едем и мы. Как-то он по мокрому железу так трогается как-то. Вот это 16-метровый прицеп. Блин, а у меня не поворачивает нифига по мокрому. Тащит как-то. Вроде я попал во все эти. Тут только мордой бы не пошкрябаться. Капец, короче, бамперу. И вот, а это еще, это типа ровно как бы. Да, бампером зацепил тоже, офигеть. А в прошлый раз не было такого. А ну-ка, сейчас надо глянуть, пойти. Блин, елки-палки. Ну, у меня бампер пострадавший, его как бы не жалко, конечно, но лишь бы он не вывернул его туда, куда-нибудь наизнанку. Сейчас идем смотреть. Ёлки-палки, а. Охренеть просто. Вывернул его. Да. На пароме прикольно. Не, ну а чё так они, я не знаю. Хоть бы маякнул что-нибудь. Я думал, чуть-чуть шкребанул. Уже поздно. Ладно. Капец, короче. В Якутске понравилось. Сейчас еще... А ну, кстати, вот тоже вмятина свежая. Прицепом, короче. Ну да, это вообще, считай, перекоса нет никакого, и такие результаты. Просто охренеть, короче. Ай. Как раз фонарь был треснутый, дотрескался, а тот вроде целый остался. Просто без комментариев. Ладно. Поехали, короче, дальше. Где тут еще места хорошие? Говорит, всегда надо подымать. А этому еще говорю: слышь, ты маякнешь, если что, посмотришь, он стоит, ухом не ведет, но я еду.
Думаю, чиркнуло чуть-чуть. А у них там еще наварены вот эти, видно, арматура, как ребра жесткости, типа. Ну и об эти ребра, оно его и сняло, честно говоря. Как-то... Блин, что еще хрустнуло там? Бля, крыло. Ёлки-палки, вообще. Офигеть, блин. Вот этот, блин, выезд-заезд. Крыло завернуло еще. Фу ты, ёлки зеленые. Поднятая вроде машина, все дела. Ах, вот заломала под этим, под рефиком. А, блин, я же... Все, понял, это я накосячил. Я же этот... Ленивец приподнял. Тьфу ты, блин. Короче, день так себе начался. Минус полмашины и крыло. Ладно, давайте, пошел разбираться. Сейчас на место их поставлю. Они-то, в принципе, им ничего не бывает. Все, давайте, всем удачи. Я в Якутске, как говорится.